эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. Онкологические заболевания остаются одной из главных тем в системе здравоохранения. На борьбу с этими недугами брошены лучшие медицинские силы. О том, как реализуются программы борьбы с онкологическими заболеваниями, как работают онкологические центры в условиях пандемии, хватает ли в регионе специалистов и поступают ли новые кадры. Об этом и многом другом мы поговорим с Леной Афанасьевой, главным врачом Якутского республиканского онкологического диспансера. Лена Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Ну и хотелось бы начать с вопроса, как в нынешнем режиме работают онкодиспансер и центры амбулаторной онкопомощи в республике. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции, онкологическая помощь оказывается в полном объеме. Якутский республиканский онкологический диспансер работает в штатном режиме. При этом оказывается все виды помощи, начиная со всего спектра диагностических мероприятий, заканчивая всеми видами специализированной помощи. Это онкохирургическое лечение, это лучевое лечение и противоопухолевая лекарственная терапия. Конечно же, мы понимаем, что некоторые ограничения есть в рамках санитарного законодательства с целью предупреждения заноса инфекции. Некоторые изменения формата оказания онкологической помощи произошли. То есть мы для того, чтобы поступить в онкологический диспансер, во-первых, мы у каждого пациента берем исследование на ковид-инфекцию. При этом исследование проводится в нашей лаборатории. Лаборатория медико-биологического отдела клинической диагностической лаборатории мы решили все-таки переформатировать для исследования на ковид именно в этот период. И при этом хорошо то, что мы получаем анализы день в день. То есть берется анализ утром, и вечером мы уже получаем анализ по ковид-инфекции. При этом, значит, мы обследуем не только наших пациентов, но и врачей-онкологов, медперсонал, поскольку они тоже находятся в группе риска. И, конечно же, после того, как анализ на ковид уже отрицательный, то наши пациенты поступают к нам через приемно-сортировочное отделение. Благодаря решению республиканского штаба нам были выделены две отдельно стоящие площади. В одной разместилась поликлиника и дневной стационар на Петровского, 10/1, это в здании детской городской больницы. И второе здание для провизорного отделения, потому что на определенный период это отделение нам было необходимо, и для приемно-сортировочного отделения. Далее, после этого уже пациенты поступают по своим направлениям. Кто-то в хирургическое отделение, кто-то в гинекологическое, кто-то в противоопухолевую лекарственную терапию, кто-то в лучевое отделение. И, значит, проводится полный спектр всех исследований и лечения. Лена Николаевна, а как реализуется сейчас в республике наш проект здравоохранения и региональный проект борьба с онкозаболеваниями? Что запланировано и что уже сделано на сегодняшний день? Несмотря на то, что ситуация очень сложная, но тем не менее исполнение нацпроекта идет в плановом режиме. Мы проводим, переоснащение онкологического диспансера. На сегодняшний день практически полностью по всем позициям уже произошли аукционы, и где-то до конца года мы должны уже получить оборудование. Сейчас мы уже получаем первое оборудование. Это ультразвуковой аппарат экспертного класса, наркозная аппаратура. И, конечно же, в этом году мы должны приобрести магнитно-резонансный томограф, потому что по сей день у нас, к сожалению, в онкодиспансере не было МРТ-аппарата. Далее мы в этом году приобретаем роботизированную патологоанатомическую лабораторию с иммуногистохимией. Это очень хорошо, потому что также это направление у нас не было развито. На сегодняшний день мы открываем лабораторию патологоанатомическую и будем уже у себя проводить данные исследования. Уже, наверное, с конца этого года при получении данной аппаратуры. Далее, значит, мы открываем центры амбулаторной онкологической помощи. Это так называемая инфраструктура оказания онкологической помощи.
жители республики знают, что в прошлом году у нас было открыто 9 центров амбулаторно-онкологической помощи. Эти центры необходимы для оказания доступной помощи, то есть в тех районах, где открыты центры амбулаторно-онкологической помощи, жители этих районов могут уже проходить, начиная с профилактики, ранней диагностики, далее возможно получение химиотерапии и, конечно же, в сложных случаях это и паллиативное лечение, и это обезболивающая терапия, и, конечно же, реабилитационное лечение онкологических больных. Несмотря на пандемию, мы в этом году по плану открыли 3 центра амбулаторной онкологической помощи. Это в Хангаласском районе, в Вилюйском и в Ленском районе. Мы оказываем очень серьезную методическую помощь, онкологический диспансер, и наши коллеги начали работать. И чувствуется то, что уже очень серьезно работают, потому что подготовка кадров в этом направлении у нас ведется. И на сегодняшний день в рамках нацпроекта у нас уже 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Ну, это, наверное, рекорд, поскольку в Российской Федерации не во всех регионах еще открылись эти центры. Далее, конечно же, это строительство онкоклинического центра. При этом мы, вот когда проезжаем, каждый раз, когда приезжаем, и с удовлетворением отмечаем, что строительство идет в полном объеме, что нет отставания от графика, и уже строит 3-й этаж. В этом году это строительно-монтажные работы, в будущем году тоже строительно-монтажные работы и оснащение оборудованием. По плану, значит, по нацпроекту строительство будет до 2023 года. Ну и, конечно, все то, что делается в рамках нацпроекта, это необходимо. Это как раз для доступности оказания онкологической помощи, для качественной онкологической помощи. Нацпроект, он очень серьезно помогает нам в работе. А как обстоят дела с кадрами и где и как готовят новых специалистов для нашего региона? Ну, хочу с удовлетворением отметить, что в 2019 году на базе Северо-Восточного федерального университета в медицинском институте впервые была открыта базовая кафедра онкологии. Это, собственно, как пилотный проект, это первая такая базовая кафедра. И мы совместно с мединститутом работаем над подготовкой наших специалистов. Это более ориентировано на практику обучения. И на сегодняшний день у нас уже есть 3 ординатора, которые закончили данную базовую кафедру, прошли клиническую ординатуру. И в этом году у нас ординаторы первого года, это 12 ординаторов, которых мы готовим для будущего онкоклинического центра. В настоящий момент наши коллеги уже работают, себя показали. Некоторые из них работали в период ковид в Мирнинском районе. Ну и, конечно же, работают у нас в стенах нашего родного диспансера. И то, что касается подготовки кадров, мы готовим не только в Северо-Восточном федеральном университете. Есть коллеги, которые обучаются, проходят клиническую ординатуру в федеральных центрах наших онкологических. Это институт имени Герцена, НИЦ онкологии, рентген, радиологии, НИЦ онкологии имени Блохина в Москве, НИЦ онкологии имени Петрова в Томске также проходит обучение наших специалистов, и мы их ждем. Но помимо всего прочего, конечно же, мы обучаем наших специалистов не только в пределах Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации. В прошлом году очень хороший был опыт. Мы обучали наших коллег в Национальном центре рака в Токио, прошли стажировки наши ведущие онкохирурги по колоректальному направлению. И вот если бы не пандемия, конечно, мы планировали в этом году еще 6 специалистов обучить в Токио в Национальном центре рака. У нас с ними подписано соглашение было. Но пока ситуация складывается, ну, скажем так, не очень в этом направлении, поскольку как только все ограничения снимутся, тогда, конечно, мы отправим наших специалистов на стажировку
Национальный центр рака. Но и мы используем все моменты. Мы очень серьезно работаем с нашими, ну, мы называем их партнерами, да, социальными партнерами. Это такое движение, как поддержка выживших, которое возглавляет Капиталина Капитоновна Алексеева. И, конечно же, она взяла тоже над нами очень серьезную курацию по подготовке наших кадров по открытому миру. У нас обучились в Техасском онкологическом центре 2 специалиста. Один специалист радиолог, другой специалист онкохирург и медицинская сестра. Так что вот достаточно серьезные планы, и, в принципе, мы работаем над подготовкой наших коллег. А как складывается научное сотрудничество с российскими и зарубежными онкоцентрами? Но вот то, что касается онкологии, это то направление медицины, которое очень серьезно и быстро развивается. Можно сказать, семимильными шагами развивается. Конечно же, мы работаем с нашими НИЦами. Это Национальные медицинские исследовательские центры онкологии, это Институт Блохина, Герцена и Институт имени Петрова и Томский НИЦ онкологии. Мы работаем над очень серьезными направлениями по генетическим мутациям для подбора лекарственной терапии. При этом проводится очень серьезная работа совместно с референс-центром под руководством профессора Именитова. В очень тесной связи мы с ним. Периодически мы с ним общаемся и, значит, мы исследуем мутации, которые, в общем-то, характерны только для нашей популяции. Это очень интересное направление. Над этим мы работаем. При этом работают практически все врачи нашего диспансера. И, конечно, вот в средствах массовой информации появилась такая статья о том, что мы изучаем направление иммунотерапии. Да, иммунотерапия – это очень серьезное направление, оно очень перспективное. Есть лекарственная иммунотерапия, есть непосредственно аутологическая иммунотерапия, либо это вакцины. Да? Вот. И над этим направлением очень серьезно работают во всем мире, но очень хорошие результаты есть в НИИ онкологии имени Петрова. С ними мы работаем, обучаем наших специалистов. В прошлом году у нас прошло обучение 4 специалиста. При этом, значит, обучаются наши коллеги с Национального центра медицины, с медицинского института. В содружестве мы, я думаю, что должны работать над этим направлением. В 2020 году, совсем недавно, открылась генетическая лаборатория. Как с ее помощью онкологи будут развивать медицину и как вообще она помогает в борьбе с онкологией? Это очень хорошее и серьезное направление, потому что где-то вот буквально с 2014 года в нашей республике на базе республиканской больницы номер 3 была открыта лаборатория, которая занималась изучением мутаций генов с подбором лекарственных препаратов для проведения иммунотерапии, таргетной терапии для наших пациентов. Мы благодарны нашим коллегам. Я никогда не перестаю говорить о том, что мы очень благодарны им. И с этого года мы уже сами открыли молекулярно-биологический отдел при клинико-диагностической лаборатории, где сами уже начали проводить данные исследования. Это необходимо, это уже не считается даже высокой наукой, это считается прикладным направлением онкологии. То есть мы уже должны практически в ежедневном режиме этим заниматься. Есть те локализации, при которых, значит, в биопсийном материале или в материале из опухоли мы изучаем очень четко мутации генов и делаем подбор препаратов. При этом, если идет очень хороший подбор, то идет очень хороший эффект и реакция организма на лечение. Елена Николаевна, большое спасибо за интересную содержательную беседу. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго.